все вышли на улицу, распуская волосы. Нельзя так делать. Хиджаб — это обязанность, уважаемая сестра. И молитва тоже обязанность. Сестры, носящие хиджаб, сталкиваются с таким давлением на них со стороны родителей, чтобы они шли на свадьбу именно без хиджаба. Сегодня женщины из-за своей внешности распустили свои волосы, раскрыли свои одеяния. Они чувствуют стеснение от одежды. Они смеются с этим, общаются с этим, с тем. Где же скромность, целомудрие, безмятежность? Это достоинство женщины. Есть такие сестры, которые красят ногти, используют макияж и так выходят на улицу. Ведь ты создана не для этих людей, которые будут смотреть на тебя, смотреть на твои пухлые губы или так далее. Я понимаю, что иногда хочется, чтобы люди смотрели на тебя, и вся суть этого только лишь во внимании и в женской конкуренции. Потому что у женщин бывает конкуренция между собой относительно того, кто красивее всех. Свет мой... Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, носили хиджаб. И Хадиджа, и Аиша, и Хафса, и Сауда. Все они носили хиджаб. Бог сказал мусульманкам: и пусть покрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей природной красоты абсолютно никому, кроме близких, родственников. Или же бывает так, что ты желаешь, чтобы мужчины, или лучший из мужчин, обратил на тебя внимание. Хорошо, но у этого имеется цена. О, сестра, среди тех хороших мужчин, которые будут смотреть на тебя, есть и много тех, которые ты не хотела бы, чтобы они смотрели на тебя. Ты можешь сказать: ну, это мое право одеваться так, и их право отворачиваться. Хиджаб нужен для чего? Чтобы скрыть красоту. Может ли такое быть, чтобы он сам по себе был украшением? Хиджаб кричащих цветов. Одна носит красный хиджаб, другая желтый. Спереди золотая полоска, здесь серебряная, обшитая позументом. Платок завязан наверх, как будто это корона. Просто пирамида какая-то. Это платок? Правду сказал пророк, головы которых подобны свисающим верблюжьим горбам. На голове как будто корона. Подол абайи она украсила блестками. Некоторые абайи, которые сейчас в продаже, вышиты золотыми или серебряными нитками. Золотые или серебряные нитки образуют картины, например, птица на спине. Как будто бы она говорит мужчинам: смотрите сюда. Это, дочь моя, не хиджаб. Даже если он длинный, он является украшением сам по себе. Кто посмеялся над тобой, сказав, что ты носишь хиджаб, это не тот хиджаб, который приказал наш Господь. Размышляла ли ты в один из дней, что ты окажешься на этом месте, и тебя положат на это место и завернут в кафан в 5 слоев ткани? Почему сейчас многие девушки на свадьбах, кроме тех, над кем смилостивился Аллах, позорят себя? И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма: два вида людей из обитателей ада, которых я еще не видел, и упомянул женщин, одетых и в то же время раздетых, которые склоняются в сторону. Я Аллах, представь, тебя окутают в кафан в 5 слоев ткани, и ты не покрывала свое тело при жизни? Это послание каждый, кто показывает свое тело, будь то на свадьбах и других событиях. Я говорю тебе, берегись. Эти женщины не соблюдали нормы шариата. Они показывали свои волосы чужим мужчинам и украшали свои тела для посторонних людей. Каждый раз, когда они горят и испытывают сильные муки, им возвращают новую кожу, и они повторно испытывают боль, и эта боль не прекращается ни на один миг.